Более 10 подразделений экстренных служб собрались на площади для прохождения смотра. Всего 300 человек. Здесь и госинспекция по маломерным судам, и спецподразделения для операции особого риска «Пламя», пожарный десант, саперы и представители всех территориальных подразделений, за исключением боевых дежурных. МЧС Абхазии ведет активную работу по укомплектации подразделений необходимым оборудованием и техникой. Сегодня во всех районах Абхазии на боевом дежурстве, как и прежние дни, стоит техника. Они в случае чрезвычайной ситуации готовы выехать. То есть половина, то, что вы здесь видите, 50, здесь даже, можно сказать, меньше 50% техники, а все остальное находится на боевом дежурстве. У нас не бывает, чтобы вся техника стояла на боевом дежурстве. Техника определенно стоит в резерве. На время прохождения строевого смотра ни один транспорт не был снят с текущего дежурства. Здесь и супертягач, БРДМ, реанимобили и множество другой специальной техники. Новинкой стал, конечно же, вертолет Ми-2, пока в единственном экземпляре. О нем наши спасатели давно мечтали, ведь теперь высадка десанта в горах, эвакуация людей, доставка раненых в больницы намного ускоряется и облегчается. Ми-2 уже на боевом дежурстве и готов к вылетам. Вертолет – это была наша мечта, потому что тот, кто не сталкивался с проблемой, он не понимает. Да, пока на самом деле нет возможности перелететь границу, но мы этим вопросом занимаемся, ведем переговоры. Очень важно бывают тяжело больные люди, которые в разных ситуациях хотя бы оперативно быстро доставить до границы. Бронированная разведывательно-дозорная машина была адаптирована под нужды МЧС Абхазии нашим специалистом Дамием Джикерба. Эта техника особо пригодилась при ликвидации последствий взрыва в селе Приморское прошлым летом. Техника с высокой проходимостью переделана под спасателей для размещения личного состава, для размещения оборудования, для доставки в труднодоступные места спасательных подразделений. В МЧС есть саперы, пока их только двое. Ветераны войны обезвреживают мины в самых разных частях страны. Как оказалось, у них работы хватает. Выполнять ее профессионально и без особых рисков для жизни и здоровья помогает специальная техника. Своих сил достаточно. В принципе, пока мы справляемся, практика показывает, конечно же, наука не стоит на месте, есть лучшие что-то варианты, но пока что имеем, справляемся как-то, слава богу. В целом МЧС Абхазии укомплектован техникой почти на 80%. Что касается специалистов, то здесь тоже особых проблем нет. Более того, ведомство не стоит на месте и развивает самые необходимые направления, дополняя их нужными специалистами. Одним из новшеств последнего периода стало создание пожарного десанта. Пока в нем 10 человек, и их главная задача – разведка пожара. Мы не знаем, когда пожар, загорание, что находится внутри этого помещения. Это ребята, которые способны проникнуть в любой объект горящий, специальное оборудование для них есть. И они уже нам передают. Одежда тоже специальная. Одежда тоже специальная. Мы пока пробное делаем здесь, и мы хотим во всех районах, чтобы был такой пожарный десант. Гости увиденным остались довольны. По их словам, подобные смотры способствуют повышению строевой культуры, выучки, помогают укреплению дисциплины, организованности и уставного порядка в подразделениях. Я лично очень рад и горд, что присутствую на этом мероприятии. Я сегодня еще раз убедился, что МЧС со своим руководителем имеют заслуженный авторитет и уважение в нашем обществе и за пределы Абхазии. Выражает профессиональное выполнение своих служебных обязанностей. Лев Квициня подвел итог. К предстоящему курортному сезону МЧС Абхазии готова. Нисфарш Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение.